Национальный день доноров станции переливания крови республики не протолкнуться. Желающих сдать кровь пришло более 100 человек, что еще раз доказывает, что в Якутии сдача крови весьма популярная процедура. Она абсолютно безболезненная. Главное правило – иметь возраст старше 18 лет и, конечно же, быть здоровым. При себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и результаты ФЛГ. Около 10 тысяч доноров республики. В городе Якутске у нас около 8 тысяч доноров, потому что основные операции, обширные, масштабные операции с применением высоких технологий проводятся именно в городе Якутске. И, конечно, основная часть доноров сосредоточена в городе Якутске. Майя Корнева не только должностной человек, но и почетный донор Российской Федерации. Уже более 18 лет она делает это безвозмездно. Начала свой личный социальный проект в далеком 2003 году, когда в крови нуждался человек, попавший в автомобильную катастрофу. С тех пор сдала кровь безвозмездно более 40 раз во имя спасения жизни незнакомых ей людей. Первый раз я сдала там, но регулярно начала сдавать уже с 2008 года, когда я уже устроилась на работу, начала в городе Мирном. Ну, я всегда сдаю безвозмездно, это мой вклад в общество, поэтому я никогда не задумывалась, когда сдавать платно. А для чего вообще кровь нужно сдавать, как вы считаете? Во-первых, помогать людям, которые попали действительно в определенные ситуации, и потом непонятно, когда-нибудь, может быть, и тебе понадобится помощь от других людей. А во-вторых, по медицинским показаниям, я так поняла, что это обмен крови, это все равно благоприятно отражается на организме. Женщинам позволено сдавать 4 раза в год, мужчинам 5 раз в год, именно кровь. Плюс еще можно сдавать плазму. Плазму, когда нужно, тогда сдаю. А так, в основном, конечно, я предпочитаю сдавать кровь. С 8 утра на станции переливания крови не протолкнуться. При входе проверяют наличие маски, дезинфицируют руки, измеряют температуру тела. И после заполнения специальной анкеты отправляют в кабинет предварительного обследования, где у доноров определят группу крови и резус-фактор, а также берут общий анализ крови. Здесь определяем гемоглобин, наличие анемии. Кто сдает на тромбоциты, определяем общий анализ крови. Уже смотрим количество тромбоцитов, количество гемоглобина, эритроцитов. И только при норме мы вбиваем в компьютер все данные, и донор у нас идет уже к терапевту. Далее донору проверяют артериальное давление, пульс и вес. Если все в норме, в этот день можно будет сдать кровь. Кабинет для сдачи крови – просторное светлое помещение. Прежде чем сюда попасть, каждому выдается пакетик яблочного сока. Одновременно в этом помещении могут находиться до 12 доноров. Процедура длится от 5 до 7 минут. Доноры могут сдать кровь, плазму, либо тромбоциты. Бывают и отказы в донорстве. Частой причиной называют нарушение диеты перед сдачей крови. Определяют это при печеночной пробе. Если будут повышены показатели АЛТ, значит диета была не соблюдена. Нарушают обычно те, кто впервые приходит на эту процедуру. Опытные же хорошо знают все правила. Отбраковываем много доноров. С 8 утра человек, наверное, 5-7 уже до брака. Анемию поставили. Андрей Иремин сдает кровь уже больше 10 лет и знает, что нужно делать за день-два до прихода на станцию. Там обычные правила: не есть ни жирного, ни острого, не пить спиртное, таблетки определенный период нельзя принимать и так далее. Такие требования, да. Я с собой беру обычно какой-нибудь батончик, или вот в данном случае сегодня взял сырные творожники. Я их потом перекушу после сдачи крови. Отобранную в пробирке кровь обследуют в несколько этапов. Обязательная процедура – генодиагностика на определение ДНК вирусов. В ВИФА-лаборатории ищут антитела к инфекциям. Современные методы позволяют поймать вирус на начальных стадиях заражения. Кровь обязательно фильтруется. Главная задача – чтобы к нуждающемуся пациенту попала чистая кровь. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 3-4 человек на планете нуждается или будет нуждаться в переливании крови. Я считаю, каждый должен помогать другим людям. И так я осуществляю помощь другим. Поэтому хожу, сдаю кровь. Донорскую кровь переливают при
таких тяжелых состояниях, связанных с кровопотерей. Это может быть во время операции, при родах, это может быть при травмах. Также компоненты донорской крови переливают при различных заболеваниях, инфекционных тяжелых заболеваниях, при ожоговой болезни, при гематологических заболеваниях, онкологических заболеваниях. У нас в республике насколько вот эта нужда есть в крови? Нужда всегда есть. Вообще необходимость донорской крови вообще есть и в мирное время, и в военное время, и при чрезвычайных обстоятельствах. То есть доноры всегда нужны. И часто бывает, что альтернативы переливанию крови не бывает. И единственным источником донорской крови может быть только человек-донор. Станции переливания крови обеспечиваются почти все медицинские учреждения региона, так что потребность в крови есть всегда, учитывая, что человечество еще не придумало искусственных ее заменителей. Между тем, чтобы привлечь как можно больше безвозмездных доноров, которые сдают кровь не ради заработка, активные доноры при станции переливания крови придумали карту лояльности. Единая карта дает скидки в различных магазинах. Карта создана для того, чтобы привлечь как можно больше доноров, да, чтобы они сдавали не за деньги, да, а безвозмездно. То есть эту карту могут получить доноры, которые сдали безвозмездно последние 5 лет 5 раз. И у них скидка будет, да? Ну, от 2% до 20%. Сегодня безвозмездным донорам после сдачи крови выдается денежная компенсация в размере 950 рублей на усиленное питание. Донорам же социальной поддержкой выплачивается 3500 рублей. Кроме того, после донации доноры имеют право на 2 дня отдыха.